Прошли сутки, как в Чувашии начала работать в полную силу система QR-кодов при посещении социально-культурных, спортивных объектов и заведений общественного питания. Связано это с ухудшающейся обстановкой по COVID-19. Минцифра региона запустила под все это дело ресурс qr.kap.ru. С этой платформой работают практически все учреждения. Для того, чтобы пройти в театр, бассейн или кафе, лучше захватить с собой еще и паспорт. Я бы рекомендовала, конечно, носить с собой документ, удостоверяющий личность, потому что в QR-коде нет персональных данных. Да? Это же не обязательно может быть паспорт, а может быть и водительские права. Просто ты сверяешь буквы и цифры некоторые из паспорта и удостоверяешься, что это действительно владелец сертификата, чтобы не было никаких фальсификаций, подделок, потому что, к сожалению, такие факты, не говорю про Чувашию, да, вообще в Российской Федерации имеют место. Справка о наличии антител без официального подтверждения диагноза COVID-19 на портале госуслуги за последние 6 месяцев, кстати, не заменит QR-код при посещении мест отдыха. Наверняка по учреждениям во всех сферах сейчас будут проверки и рейды. Действительно ли пускают только по QR-кодам или со справками? Какие меры предусмотрены для организаций, которые будут нарушать эти правила? Давайте с общепита начнем, я тоже скажу. Да, действительно, проверки будут предусмотрены. Мы не сколько наказывать предприятие хотим, мы хотим проверить, как оно работает, как функционирует, какие испытывает трудности. Да, если увидим полное разгильдяйство, я бы сказал, да, владельца заведения, который не хочет соблюдать, да, к нему будет приведены меры. Меры указаны, начинается все с предупреждения, потом мы переходим на денежные штрафы. Денежные штрафы достаточно высокие. А вот для того, чтобы попасть в библиотеки, музеи и архивы, достаточно одной маски. QR-коды и справки не требуются. В настоящее время библиотеки, музеи и архивы у нас не осуществляют проверку посетителей на наличие QR-кодов. И поскольку такого большого одномоментного наплыва посетителей у нас нет. Но понятное дело, что мы очень тщательно подходим к своим посетителям. У нас идет требование к масочному режиму, к рассадке, заполняемости залов, не более 75% зала. В спортивные учреждения родители, сопровождающие детей, тоже только с QR-кодом или справкой. Соревнования проводятся, но с соблюдением всех ограничений. Все участники соревнований по положению о соревнованиях также должны иметь или QR-код, или, ПЦР-тест, если они до 18 лет, помимо медицинской справки, которую им дает физкультурно-спортивный диспансер. То есть также полностью все участники должны быть проверены. В транспорте и торговых центрах вводить систему QR-кодов пока не собираются, отметили специалисты. Говорить о том, когда снимут действующие ограничения, еще рано. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом пока только ухудшается. С начала октября ежедневно от новой инфекции погибают от 11 до 15 человек. И это только те, для кого коронавирус стал основной причиной смерти. По словам медиков, только вакцинация может спасти ситуацию. 5000.